Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте, в студии Фатима Джопуа. А сейчас коротко о главных событиях этого дня. Правоохранительные органы приступили к расследованию акта вандализма в Сухуми. В Бзыбской средней школе скоро появится новый просторный многофункциональный спортивный зал. Экскурсия и лекция для учителей физики и математики прошла на Сухум ГЭС. Четвертого ноября в дружественной Российской Федерации отмечают государственный праздник – День народного единства. Президент Аслан Бжаня поздравил президента России с праздником. День народного единства символизирует крепость духа, единство и солидарность народов России, готовность вместе преодолевать любые трудности и вызовы. Сегодня, когда перед Россией стоят масштабные задачи, испытания, сплоченность многонационального народа становится залогом успешного будущего страны, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня подчеркнул, что Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе, отметил президент Абхазии. Премьер-министр Абхазии Александр Ангваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем народного единства. События глубокой исторической давности показывают, что народ, движимый ответственностью за судьбу России, восстановил государственный суверенитет и привел страну к стабильному гражданскому миру. Неразрывная связь поколений обеспечивает победы России и в наши дни, когда проводится специальная военная операция, говорится в частности в тексте поздравления. Александр Ангваб подчеркнул, что как союзник Российской Федерации Абхазия поддерживает борьбу с неонацизмом и выразил уверенность в ее успехе. Высоко ценим наши безальтернативные отношения со своей стороны и впредь будем успешно их развивать, отметил Александр Ангваб. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации с Днем народного единства. В поздравительных письмах Лаша Ашуба выразил уверенность, что совместная работа, основанная на взаимном уважении и доверии, будет способствовать дальнейшему укреплению связи между парламентами и народами двух стран. От имени депутатов парламента спикер также направил поздравления чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. В ночь с 3 на 4 ноября в Сухуми неизвестные лица облили памятник махаджирам краской. У основания памятника были выведены цитаты из романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Кроме того, оскорбительные надписи сделали на асфальте перед администрацией президента. Происшедшее расследуют сотрудники Сухумского УВД. Следы вандализма были обнаружены рано утром. Памятник жертвам русско-кавказской войны был облит краской, а на асфальте возле административного комплекса президента оставлены лозунги и высказывания, которые привлекли внимание горожан. Мемориал, установленный на набережной Махаджира в 2010 году, напоминает о боли и потерях, с которыми столкнулся абхазский народ в XIX веке, и служит местом для скорби и дани уважения памяти жертв тех трагических событий. По мнению горожан, в данном случае политические лозунги неуместны и искажают истинное значение таких мест. Кто бы это ни сделал, это не должно сойти ему с рук, это наша история, это главное. Это реально ужасно, это просто такой поступок, он не должен иметь каких-либо оправданий. И такое не должно случаться. Ни в коем случае, какой бы политический поступок ни был, таким способом выражать свои эмоции, свои действия нельзя.
Это мое мнение, я думаю, это мнение многой молодежи нашей и многих моих ровесников. Главный специалист управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Шандор Кайтан также считает, что инцидент должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности. Подобные действия в отношении объектов культурно-исторического наследия неприемлемы. Он отметил важность трепетного отношения к памятникам. Памятники истории культурного наследия, несмотря на то, что они некоторые молодые объекты, да, относительно недавно созданные, есть объекты, которым больше века и даже больше тысячелетий, несколько тысячелетий насчитывают, да, но они для нас одинаково важны, каждый по-своему важен, и нужно понимать и взрослым, и детям, что эти объекты очень ценны для государства, для населения Республики Абхазия, так как они выражают нашу историю, нашу культуру, нашу самобытность. На месте происшествия с утра работали коммунальные службы города. Инцидент расследует опергруппа Сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение. Заур Кварджа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. При службе президента прокомментировали акт вандализма на набережной Махаджиров. Мы считаем, что это вопиющее преступление могли совершить люди, которым чуждо самое ценное, что есть у нашего народа. Историческая память, у которых отсутствует мораль и совесть. Примечателен тот факт, что оппозиционные телеграм-каналы, сообщая события, акцентируют внимание на оскорбительных надписях в адрес руководства страны, оставленных на асфальте рядом с зданием администрации президента. При этом, умалчивая об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Махаджирам, отмечается в комментарии. Будет сделано все возможное, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц, совершивших это резкое преступление, мерзкое преступление, заявляет пресс-служба главы государства. Состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Мухаммада Али и председателя Совета министров Сирии Мухаммада Гази Аль-Джали. Мухаммад Гази подтвердил стремление правительства Сирийской Арабской Республики укреплять и развивать двусторонние отношения в экономической, торговой, научной, культурной и туристической сфере. Речь шла и об активности работы Абхазо-Сирийской межправительственной комиссии по экономическому, культурному и научному сотрудничеству. Огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотическое средство изъято у жителя Гагарского района. А в ходе очередного специального рейда задержано 16 нарушителей правил дорожного движения. Далее оперативная съемка МВД. Автомобиль марки «Газель» под управлением Дзацба Даура Зуриковича, 1980 года рождения, сотрудники отдела уголовного розыска совместно с Бзыбским отделом милиции УВД по Гагарскому району остановили в ходе проведения профилактических мероприятий. Перед началом обследования еще раз повторно вопрос задам. В автомашине присутствуют боеприпасы, запрещенные к перевозке, хранению, оружие, наркотические, психотропные вещества. Что-нибудь есть в машине? Там без мешке, это патроны есть и все. Оружие и патрон? Да. И все? При осмотре транспортного средства между пассажирскими сиденьями сотрудники милиции обнаружили и изъяли 2 автомата Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. Впоследствии экспертами установлено, что изъятое у гражданина Дзацба оружие является боевым, технически исправно и к производству выстрелов пригодно. Также в одном из вещмешков, хранимых в данном автомобиле, среди носимых вещей были обнаружены 2 пачки с патронами. Значит, коробки бежевого цвета, картонные, с надписью «Патроны» образца 1943 года, калибра 7,62 мм в количестве 20 штук. При вскрытии коробок обнаруживаем. В общей сложности из 2 коробок изъято 15 патронов калибра 7,62 мм и 30 патронов калибра 5,45 мм, которые были изъяты и направлены на экспертизу. В бардачке автомобиля находились 2 магазина от автоматического оружия, снаряженные боеприпасами. 30 патронов изъято из магазина к автомату калибра 7,62 мм. Наблюдаем, понятые, наблюдаем. Второй магазин. Это автоматического оружия, предположительно калибра 5,45 мм. Внутри наблюдаются боеприпасы.
Маркировка 539-87. 25 единиц обнаруженных патронов данного калибра, а также ранее изъятые боеприпасы по заключению экспертов являются боевыми заводского производства, технически исправны к производству выстрелов пригодны. При дальнейшем осмотре салона автотранспортного средства в ручной кладе, также принадлежащей гражданину Дзацба, была обнаружена стеклянная тара. Стеклянная прозрачная банка с этикеткой с надписью «Махеев». Внутри, значит, вещество растительного происхождения. Что это за вещество задержанный? Анаша. Анаша. Со слов задержанного, данное вещество является наркотическим веществом анаша или марихуана. Общий вес наркотического средства каннабис, изъятого у задержанного, составил порядка 19 граммов. По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотического средства в крупном размере в отношении гражданина Дзацба по части 1 статьи 217 и части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит Следственный отдел Гагарского районного управления внутренних дел. Подозреваемый помещен под домашний арест. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Лакирбай Роман Тамазович, 2000 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Джинджоли Руслан Капитонович, 1958 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Домбалян Ваграм Русланович, 1989 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барас Вадим Валерьевич, 1989 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джанджгава Отари Алексеевич, 1963 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хонзе Аляс Засимович, 1978 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Агрба Феликс Владимирович, 1965 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лакирбай Заур Захарбеевич, 1988 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пилия Максим Даурович, 1996 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Харзали Андрей Шотович, 1977 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Куце Акаки Мурманович, 1991 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кварчеле Ахра Датикович, 1969 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Инал Геннадьевич, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чанба Беслан Платонович, 1974 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хупория Ливар Санзорович, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Адлиба Денис Инверович, 1982 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Экскурсия и лекция для учителей физики и математики прошла на Сухум ГЭС в рамках программы повышения квалификации Абхазского государственного университета. Познакомиться с практической работой гидротехнического сооружения приехали не только учителя, но и их воспитанники. Рада Чичава расскажет подробности. Сегодня на Сухом ГЭС до необычайности многолюдно. Учителя физики со всех уголков республики приехали сюда на повышение квалификации, чтобы детально и вживую познакомиться с практической работой гидроэлектростанции и послушать лекцию именитого эксперта. На высоте 220 метров над уровнем моря у подножья живописных гор раскинулась гидроэлектростанция с богатой и по-настоящему захватывающей историей. Познакомиться с практической работой гидротехнического сооружения на Сухум ГЭС приехали учителя школ со всей страны. Курсы, организованные Республиканским центром повышения квалификации при Госуниверситете, длились около недели. Завершающий этап – экскурсия на станцию, в рамках которой обо всех тонкостях работы ГЭС рассказал депутат парламента республики, технический
технический директор Сухумгэс Резо Зантария. Вот тут так называемая та потенциальная энергия, которая была там наверху, на высоте 300 метров, 450 метров от уровня моря, пошла кинетически двигаться сюда по закону гравитации. Вот она здесь с разгоном, вот в этой трубе, в этом водоводе, диаметром 1,70 м летит со скоростью 10 кубометров в секунду. На обширную экскурсию приехали не только учителя физики и математики, но и их подопечные. Подрастающее поколение проявило особенно живой интерес к работе ГЭС. Мы готовы к пуску. Итак, внимание, иди сюда. Вот так подвиньтесь. Включает, пускает молодой человек. Смотри сюда. Что здесь написано? Старт, стоп. Нажимай на старт. Повествуя о работе гидроэлектростанции, Резо Зантария не только демонстрировал на практике реальные процессы выработки электроэнергии, но и подробно рассказал о каждом этапе, а педагоги, в свою очередь, с удовольствием задавали множество уточняющих вопросов. Любая гидростанция, малая, средняя, большая, 70%, чтобы вы понимали, это гидротехнические сооружения. И 30% всего-навсего это электрическое оборудование железа. Я его так делю. Железо и бетон. 70 – это бетон, 30 – это оборудование. Какое бы оно сегодня совершенное не было. По словам директора Республиканского центра повышения квалификации при Абхазском государственном университете Медеи Чингелия, в течение недели учителя общеобразовательных школ по математике и физике прошли установочную сессию. Курсы завершились практической частью, обретением эмпирического опыта, необходимого в работе учителей. Сегодня здесь находится до 40 учителей, да, которые прошли курсы. Это очень интересная лекция была, зрелищно, эмоционально, профессионально. Я думаю, что такие экскурсии, именно профильные, это необходимо проводить для наших учителей. Экскурсии на Сухумгэс для педагогов и учеников проводятся регулярно. Как отметил Резо Зантария, главная мотивация подобной работы – привлечение молодого поколения к профессии энергетика. Такие темы мы и встречи проводим практически ежеквартально по требованию, и учителей, и учеников отдельно тоже приглашаем. На этой базе и для этого у нас открыт класс юного энергетика, где мы стараемся к нашей профессии, к энергетике привлечь будущее поколение, будущих специалистов, для того, чтобы смогли обеспечить нашу отрасль. Для развития, в первую очередь, энергетической отрасли, равно как и самых разнообразных технических производств в стране, необходимы кадры, увлеченные профессиональные работники, инженеры, гидроэнергетики, механики и другие. Для популяризации профессии, вовлечения в нее совсем юных ребят и проводятся экскурсии и лекции. Вы знаете, физика и вообще техника, она достаточно сложная. Могу сказать, что зачастую мы говорим, писатель, художник – это призвание, то технический специалист, поверьте, это тоже призвание. Что нужно сегодня инженеру и технику, которого его потенциал? Ему нужно показать, и эти способности в нем проявятся самостоятельно. Но если не покажем, что будет делать, его не будет. Вот мы и стараемся среди наших всех молодежи увидеть тех людей, которые будут интересно работать в нашей энергетике. Педагоги по завершении основной программы поделились с нами впечатлениями. Для меня, как для педагога физики, лекция была очень полезная. И в том случае даже есть какой-то определенный стимул, чтобы своих детей заинтересовать данным направлением и данной сферой. Потому что молодежь, она должна развиваться в этом направлении в обязательном порядке. يبلا يبوي خطيت غلازاشي يا ربرياشي فرغلرينا لغاز يوي يخجع عقرت يوم أرى يقظة غلازاشي نسيح درو أي بشراشتخ شقا يلحن يقظ أو يقاكو يكرتيق أمزد يرى ريزو بلاتوني باي يافيا كورولا بريح بز يخساخاكو تعارو وي أو ما زلشاز ويبع يزوح رقالوت أبري أي ترتصر أي تشكر قلر زعنا يخي شوف بيبش أو يقول يأخرت يقوب تقل زعشة ران بيفهمت يخا حمد كار أو عارخيا درخر تقل زعشة قوب. Большинство учителей, делясь эмоциями от увиденного, рассказывали. Незабываемый опыт детального знакомства с работой ГЭС мотивирует поделиться впечатлениями с учениками, увлечь их в мир практической физики. Быть может, многие из них и станут новыми большими именами в мире науки. Рада Чачава, Лилян Маршан, Абхазское телевидение. В
средней школе поселка Бзып совсем скоро появится новый просторный многофункциональный спортивный зал. Также рядом планируют обустроить футбольное поле с беговыми дорожками. Новый комплекс станет центром спортивной жизни как для школьников, так и для всех жителей Гагарского района. Гугуца Варданя расскажет детали. В первой бзыпской школе обучается 510 детей. Особое внимание здесь всегда уделялось физическому здоровью. Однако на протяжении долгих лет проводить уроки физкультуры в полную меру не удавалось. Во время войны школьный спортзал сильно пострадал. Его восстанавливали местные мастера. Однако позже один из элементов конструкции обрушился. Занятия в зале были приостановлены. Во времена Советского Союза вот этот спортзал, который раньше было построено, и в 1989 году крыша провалилась. И потом никто его не делал. И так Советский Союз развалился. И, как вы знаете, 1992 год у нас началась война. Вот здесь вот прямо вот в этом месте выросли два дерева. Большие, аж высотой около 30 метров. Но мы сюда никогда не заходили. Все срезали, решили своими руками отремонтировать. Помогли родительский комитет, учителя, кто что мог, посильную помощь оказали, и мы восстановили. Общими силами то, что было, значит, шифер, все, что можно было вокруг взять, мы взяли с учителями Роман Георгиевич и я. Сузар Татович, был такой совхоз, их труд здесь очень многое сделано. Вот они начали достраивать как-нибудь, чтобы дети ходили в спортзал. И мы построили этот спортзал в то время своими силами. После этого прошло некоторое время, появились на стенках трещины. Вызвали геодезиста, геодезист пришла Майтоп, она сказала, что ни в коем случае не должны сюда дети заходить в аварийном состоянии. По словам директора первой бзыпской школы, проводить занятия физкультурой становилось все сложнее. Шли дни, а вместе с ними увеличивалось и количество учащихся. Но вот уже более года в образовательном учреждении ведется строительство нового спортивного зала, финансируемое из районного бюджета. Благодаря Юрию Львовичу Хагуш в данное время строится спортзал. Вы видите, в каком состоянии уже закругляются. И благодаря его все было сделано. Спасибо ему огромное. Старое здание спортзала было полностью разобрано, и на его месте возводят современное помещение, соответствующее всем требованиям безопасности и функциональности. На текущем этапе уже установлены окна, ведется внутренняя отделка, устанавливаются современные осветительные приборы, система отопления, баскетбольные щиты, волейбольные и защитные сетки и электронное табло. Специалисты скоро нанесут разметки для баскетбольной и волейбольной площадок. И уже совсем скоро спортзал распахнет свои двери для школьников. 18-19 декабря, если я не ошибаюсь, наверное, если будет готов, мы здесь примем наших гостей. Всегда проводится по зонам, потом 4 сильнейших команд встречаются, и полуфинал и финал проводим. Думаю, что проведем здесь. Новый зал будет просторным, безопасным и многофункциональным, что позволит проводить не только уроки физкультуры, но и районные соревнования. Также рядом появится футбольное поле с беговыми дорожками. Новый комплекс станет центром спортивной жизни как для школьников, так и для всех жителей Гагарского района, предоставляя возможности для тренировок и проведения соревнований. Гугуца Варданя, Руслан Квициния, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятных монет Дмитрия Гуля и Сария Лакуба. Памятная монета Дмитрия Гуля выполнена из серебра 925 пробы с золочением. Номинал 50 апсар, тираж 100 штук. На аверсе монеты в правом сегменте поля расположено изображение античной дорической колонны, на которой размещены государственный герб и надпись «Апснабанк». По диагонали в нижней части колонна пересекается декоративным элементом, символизирующим творческий путь Дмитрия Гуля. В правом сегменте двусторонняя
трехсторонняя надпись «50 Апсар 2024». Центральную часть реверса монеты занимает рельефный профильный портрет Дмитрия Гуля на фоне геометрического орнамента. В правом сегменте отчеканены стихотворение писателя, его автограф и юбилейная цифра 150. В нижней части монеты отчеканены в две строки даты 1874-2024. Памятная монета Сарьела Коба выполнена из серебра 925 пробы, номинал 10 апсаров. Тираж 200 штук. В верхней части аверсом на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба. Под ним надпись «Апснебанк» и номинал монеты 100 апсар. А в нижней части обозначен год чеканки 2024. Поле реверса монеты по диагонали разделено на две части прямой полосой. В правом сегменте монеты на матовом фоне изображен рельефный профильный портрет Сарьела Коба. А в левом сегменте монеты на полированном поле методом лазерной гравировки выполнено изображение реверса монеты Нестор Коба 2018 года выпуска, а также надпись в 4 строки 1904-1939 Сарьела Коба. Дата 1939 выполнена красной тампопечатью. Художник монет Батал Джапуа. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 5 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь и гроза, в предгорьях и в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 6,11, температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.